экскурс в прошлое и расскажем, чем же примечательна уфимская пантера. Несколько лет назад гостем фестиваля стал Билл Эванс. В разные годы сюда приезжали Билл Сакстон, Ги Дэниелс, Давид Голощекин, также частый посетитель этого фестиваля. И то, что в последние несколько лет фестиваля ведущим был замечательный джазовый критик, автор трудов по советскому, российскому джазу Владимир Борисович Ферта, это тоже о чем-то говорит. В последние годы худруком фестиваля является Олег Валерьянович Касимов, для которого 22-й фестиваль является в некотором смысле юбилейным. 10-й раз делает он его в качестве арт-директора. За это время побывали лауреаты Грэмми, лауреаты всяческих престижнейших конкурсов. И, конечно же, немаловажно сегодня для нас гости 1, 2 и 3 фестивальных дней. Вот уже в 22-й раз в нашем городе по весне проходит этот фестиваль. И вы по себе знаете, как только на афишах появляется это очаровательное, небывалое существо розового цвета с саксофоном в руках, у людей сразу просто по щелчку включается хорошее настроение, ощущение предвкушения праздника и ожидания. А что же будет в этот раз? И эти наши великолепные музыканты, на которых держится весь фестиваль, это наш эстрадно-джазовый оркестр и биг-бенд Башкирской государственной филармонии, который в этом году отметил 20 лет, а также один из старейших крепких коллективов нашей республики, ансамбль под управлением Олега Киреева, ансамбль «Орлан», который летает уже практически больше 30 лет. Всегда город Уфа голосует за «Розовую пантеру». И всегда в нашем зале есть огромное количество людей, которые ценят красоту, вдохновение, свободу, то, что может подарить джаз. Итак, дорогие гости, здравствуйте, мы начинаем! На сцену выйдет один из самых молодых участников нашего фестиваля. И играет он на таком инструменте, о котором кто-то из великих как-то сказал, что это единственный инструмент, который не разрушает, а дарит тишину. И мне очень хочется, чтобы вы запомнили этого человека не только как блистательного виртуоза, исполнителя игры на гитаре, но еще как человека, который расширил не только возможности своей памяти, но и возможности своей души до всего мира, из тех людей, кто любит звук гитары. Итак, открывает наш концерт Никита Болдырев. Гитара, Москва. Я хотел бы открыть свое выступление с баллады, хотя это не принято, но в этом будет определенный символизм, потому что ее сочинил Генри Манчини. Называется она «Moon River». И те, кто знает, а я думаю, знают все, что название фестиваля «Розовая пантера» родилось от знаменитой композиции Генри Манчини «Розовая пантера». Ну, без «Розовой пантеры», но, по крайней мере, с Генри Манчини мы с вами начнем и откроем фестиваль. Итак, «Moon River».
Я преподаю в гитар-колледже. Это очень известное заведение в России, в Москве особенно. Мои коллеги – это все потрясающие музыканты с большим гитарным именем каждый. И каждый представляет какую-то свою стезю. «Розовая пантера» для меня отличается тем, что допускает таких исполнителей, как я. Потому что не всякий фестиваль решится на открытие пригласить гитариста, который играет в одиночку джаз. Это достаточно редкое явление на сегодняшний момент и вообще за историю джаза. Следующее произведение называется «Take Five». И я не могу не огласить участие еще одного исполнителя в каком-то смысле, но не одушевленного. Это Loop Station. Вот для тех, кто не знает, а, наверное, многие не знают, что это специальное устройство, которое записывает и тут же воспроизводит в цикле некий музыкальный отрезок. Вот эта педаль, если она видна, она у меня под ногами. Просто многие думают, если это не пояснять, что звучит фонограмма, но это не так. Итак, Take Five. Следующее произведение будет авторское, очень короткое. Это мое первое произведение, и история его создания такова. Дело в том, что мои соседи очень скептически настроены к тому, что я играю на гитаре. И всякий раз, когда я не поздним вечером садился позаниматься, они начинали стучать, да в общем и начинают стучать, ничего не изменилось за эти годы,
каким-то металлическим предметом по батарее. И вот одним таким вечером я подумал, что, вероятно, их, собственно, не шум раздражает как таковой, а их раздражает то, что они слышат именно струну нейлоновую. Я подумал, а что если я буду стучать по гитаре? Они тоже будут стучать? И вот эта мысль и зародила кое-что, что легло в основание небольшого фанк-этюда, который вы сейчас услышите. Я сразу почувствовал у него такое классическое начало. Это, конечно, бросается сразу в глаза, что владение инструментом на должном уровне, это сразу слышится, поскольку сам я занимаюсь тоже кроссовером и играю классику в джазовой обработке. Гитара – это особенный, конечно, инструмент. В джазе это не редкость. Сразу вспоминается, видятся какие-то вещи, параллели с другими гитаристами, такие как Джо Патс, что-то от Пэта Мэттани видно. Интересной идеей мне показалось вот то, что у него свои композиции, очень интересное разнообразие ритмическое. Видно, что человек занимается джазом и еще находится в стадии обучения, что он пробует какие-то вещи. Вообще надо отдать должное, что когда человек выступает соло один, это всегда очень сложно. Вдвоем играть в 2 раза проще, втроем в 3 раза проще. Ну, я надеюсь, меня не сильно осуждают организаторы этого фестиваля, что я тут на джаз-фестивале позволяю себе такое. Поэтому я перейду к Гершвину. И сейчас вы услышите 2 темы, которые я эту композицию назвал Гершвиниана. Вот. Но вообще прозвучит фантазия на тему Summertime и And Accessory Soul.
Мне очень понравилась публика. Я езжу по разным городам, и эта публика очень дружелюбная, как мне кажется, понимающая то, что я делаю, то, что мы делаем. И вот у меня первые впечатления именно такие, достаточно теплые, не волнительные. А если и волнительные, то только в правильном смысле. А пожелать я хочу следующее: приходите на джазовые концерты. Джаз, с моей точки зрения, это одна из ветвей академической музыки, это в своем роде уже классика. Не игнорируйте это великое направление музыкального искусства. Следующее произведение – это баллада номер 2 Никиты Кошкина. Это классический композитор, с которым я давно дружу. И я взял цикл его баллад, который, как мне кажется, очень легко конвертируется в джаз. И сегодня я сыграю балладу номер 2 вот в этой джазовой версии. Постепенно я начинаю заканчивать свой сет, и сейчас я сыграю «Agua de Bebé», автор этой композиции Антонио Карлос Джобим.
Никита Болдырев. Ваши аплодисменты. Олег увидел мое резюме, которое я направлял в Башкирскую филармонию, и счел возможным меня пригласить на открытие этого замечательного фестиваля. Это для меня огромная честь и огромное доверие, потому что я, честно говоря, мое творчество, оно находится на стыке классической гитары и джаза, и, как правило, классические гитаристы с большей охотой меня приглашают, а джазмены с меньшей. И вот это вот для меня особенно важно, поэтому спасибо Олегу Касимову. Я надеюсь, другие фестивали последуют примеру вашему фестивалю.